В музее «Бичурин и современность» дан старт конкурсу чувашской вышивки «Незельзень Ширулые» имени заслуженного художника Российской Федерации Марии Симаковой. Проведение конкурса в Чебоксарском районе не случайно, ведь изначально профессиональная вышивка зародилась именно на территории этого района. Мы решили включить только жителей Чебоксарского района, проводить его среди жителей Чебоксарского района. Мы организация учреждение районное, и чтобы выявить основная цель сегодня тех, кто уже умеет вышивать, имеет азы вышивки, чувашской ручной вышивки. И также, чтобы молодежь у нас к этому тянулась. В конкурсе будет представлено две номинации – ручная вышивка и головные уборы. К участию приглашаются взрослые и дети с 10 лет. Конкурс называется «Незельзень Ширулые», по-русски язык предков. Он означает, что смысл он очень глубокий. Глубокий в том плане, что и вышивка, и жизнь, традиции, обычаи нашего чувашского народа идут из глубины. И понять смысл, и продолжить идеи, труды всех мастериц прошлого времени, и передать это все новому поколению, конечно, имеет смысл. Кроме объявления старта конкурса по чувашской вышивке, Чебоксарское районное отделение Союза женщин Чувашии объявило о проведении фестиваля по кошению травы «Косим за забором во враге и в лесу», которое будет проведено в рамках года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А также подвели итоги конкурса «Лучший женсовет». Победителем этого года стал женсовет Большекатрайского сельского поселения. В музее также была представлена выставка мастериц декоративно-прикладного искусства Атлашевского сельского поселения «Отрада женской души», которые женщины продемонстрировали готовность к участию в конкурсе. Наша вышивка, она уникальная. И мы гордимся, что Марья Васильевна именно столько лет посвятила вышивке чувашской, сохранила традиции. Редакция газеты «Тваньень» всегда, с нами плотно сотрудничает. Кроме этого, с начала года и как-то созвучно с этим конкурсом начали на страницах своих газет печатать «Чуваш и режезене». Именно знаки, что означает. Это очень здорово. Конкурс будет проходить в течение года. Подведение итогов пройдет 26 ноября, в День чувашской вышивки.